Чеч буречь, дуноешь ясмы, куноасмы. Добрый день, дорогие друзья, гости! Для вас выступил ансамбль «Ожерелье» с колыбельной на языках народов России. А вам мама пела в детстве песню? Многие говорят, что пела. А тебе, Соня? Конечно, пела. Наверное, в каждом уголке мира, в любой культуре мамы поют своим детям колыбельную. Колыбельную поют на родном языке, так ребенок знакомится с культурой. Это получается, через колыбельную передаются многовековые традиции? Именно так. Именно поэтому мы начали наш концерт с колыбельной на языках народов России. Так мы посвящаем вас, наши дорогие гости, в родную удмуртскую культуру и культуру родственных народов. Так а в честь чего концерт-то? Как это в честь чего? У нас сегодня замечательный праздник, День бабушки. Какой такой день бабушки? Бабушек я тут не вижу. Дети сидят, родители. День бабушки – семейный праздник. От кого мы перенимаем семейные ценности, мудрости жизни, которые в книжках не найдешь? От бабушек, конечно. Потому и День бабушки. Бабушка как символ связи поколений. Почему это именно день бабушки, а не дедушки? Мне вот мой дедуля, например, тоже много чего рассказывал полезного в жизни. Потому что этот праздник был учрежден в Удмуртии после выступлений бурановских бабушек в 2012 году. А, это когда они на Евровидении заняли 2-е место с песней «Party for Everybody». Да-да, эту песню все знают. Теперь ежегодно, 26 мая, день их выступления, отмечается День бабушки. Бурановские бабушки крутые, прославили всю Удмуртию. А ты знаешь, что у нас скоро еще один праздник будет? Какой праздник? 2 июня обществу ГЕРТ исполняется 30 лет. 2 июня в 1991 году в концертном зале Останкино прошло учредительное собрание, где было решено создать новое удмуртское сообщество ГЕРТ. Ого, так это у нас сегодня двойной праздник. А кто основал наше общество? Доктор педагогических наук, профессор Глафира Николаевна Никольская. Сейчас она является почетным председателем региональной общественной организации содействия сохранению и развитию удмуртской культуры ГЕРТ. Давайте предоставим слово Глафире Николаевне, основателю и первому руководителю Московского удмуртского национального культурного общества ГЕРТ. К сожалению, сегодня она не может присутствовать на нашем мероприятии, но Глафира Николаевна для нас записала видео поздравления. Внимание на экран. Уважаемые члены общества ГЕРТ и Удмуртского землячества, сердечно поздравляю вас с праздником, с юбилеем, 30-летием деятельности Удмуртского национально-культурного общества ГЕРТ. Движение по сохранению и развитию удмуртского языка, культуры, традиций удмуртского народа имеет свою историю. Осенью 1922 года Кузьма Павлович Чайников, Кузейбай ГЕРТ, выступил инициатором создания Удмуртского национального общества в Москве для удмуртов, проживающих в Москве. Цель этого общества была сохранить, развить удмуртскую культуру, традиции, фольклор удмуртского народа, экономику. Он активно привлекал к этой работе всех удмуртов, которые проживали в Москве. Однако в 1925 году начались трудности. Многих отозвали в Удмуртию, назвали их националистами, и в результате в 1928 году Боляк распался. В 90-е годы в Москве началось очень активное движение по созданию национальных обществ. Было создано большое количество обществ наших финно-угорских народов. Коми, Парма, Коми-Пермяцкое землячество, Марийское, Мордовские 2 общества были. И по другим национальностям. Бурятское, Уреал, Татарское землячество и так далее. Их много было в этот период. Для организации удмуртов, проживающих в Москве, была проведена подготовительная работа. Я переговорила с руководителями национального движения «Удмурт-Кенеш» Пономаревым Карлом Александровичем и председатель
председателем Удмуртского общества «Демен» Ореховой Лидией Васильевной. Они меня поддержали, сказали, что необходимо создать такое национальное общество в Москве. И обещали приехать на учредительное собрание в Москву. 2 июня 1991 года в Москве прошло это учредительное собрание. Приехали туда Пономарев Карл Александрович, Сидорова Аннета Петровна, министр культуры, руководитель ансамблей там Мамонтов Анатолий Васильевич, и привез свой коллектив. Был на собрании также Федоров Сергей Григорьевич, это представитель горкома КПСС, Крутых Виктор Романович из Комитета по национальным вопросам Моссовета. На повестке дня стояло 3 вопроса. Первое – организация Московского общества удмуртской культуры. Второе – выборы председателя общества и правления. И выборы делегатов на первый всесоюзный съезд удмуртов в Ижевске. На собрании представители удмуртов, живущих в Москве, а также ижевская интеллигенция, они решили доверить, возглавить удмуртское общество ГЕРТ мне. Было избрано правление общества. В правление вошли руководителем Рудольф Васильевич Гаврилов был, Людмила Ивановна Семенова, Маргарита Родионовна Сельченкова, Илья Петрович Афанасьев, Иван Никонорович Панов и Михаил Гаврилович Шаклейн. На собрании присутствовало 36 человек удмуртов. Основные направления деятельности общества были сформулированы в уставе, а регистрация общества произошла в декабре 1991 года. В уставе было написано: первое, значит, цель общества – изучение истории удмуртского народа, национальной культуры, традиций, народных традиций. Второе – организация и изучение родного языка. Третье – оказание посильной помощи Удмуртской республике. И четвертое – налаживание связи с представителями финно-угорских народов, которые проживали в России и за рубежом, а также с другими обществами других национальностей. Но шла работа по подбору, по выявлению удмуртов в городе Москве. Таким образом, к концу 1991 года у нас было 100 человек, которые явились членами нашего общества ГЕРТ. Я сегодня хочу огромное спасибо сказать тем активно работавшим в самом начале в этом обществе, которые очень помогали мне и с большим интересом и желанием приезжали, встречались в обществе между собой. Это были такие, как Афанасьев Илья Петрович, Бабинцев Виктор Анатольевич, Брюсова Нина Гавриловна, Вотчинников Василий Алексеевич, Гаврилов Рудольф Васильевич, Голубев Владимир Васильевич, Лебедев Владимир Степанович, Калаев Михаил Матвеевич, Подалкина Нина Семеновна, Панов Иван Никифорович, Панова Нина Николаевна, Пупыдова Раиса Алексеевна, Подсидерцев Николай Георгиевич, Сельченков Маргарита Родионовна, Семенов Михаил Леонидович, Семенова Лидия Кузьминична, Семенова Людмила Ивановна, Суворова Маргарита Николаевна, Тепляшина Тамара Ивановна, Танаев Владимир Юрьевич, Танаева Татьяна Михайловна, Титова Елизавета Георгиевна, Лебедева Елена Васильевна, Феоктистов Владимир Аркадьевич, Ельцов Владимир Федорович и Шаклейн Михаил Гаврилович. Большую помощь в организационной работе мне оказывали будущие юристы, это Пономарев Алексей Михайлович и Соболев Сергей Анатольевич. Кроме того, очень активно в этот период приходили в наше общество, поддерживали меня. Это первая удмуртская студия театрального института имени Щепкина при Малом академическом театре. Они с радостью приходили к нам. Ложкин Алексей, Ложкина Светлана, Гаврилова Оксана. И всегда Оксана говорила: я побывала как дома в Удмуртии.
с удовольствием и при необходимости выступали, то есть помогали разнообразить работу нашего общества. Я с огромной теплотой вспоминаю тот период, когда мы собирались на Садово-Черногрязской в помещении Удмуртского поспредства. Нас очень тепло там встречали работники поспредства, руководители Ковин Анатолий Николаевич, Сокович Андрей Владимирович, заместитель Лебедев Владимир Степанович, Сельченков Маргарита Родионовна. Управляющий делами был в поспредстве Денисов Алексей Федорович, Татьяна Ивановна Островушка. И очень много помогала лично мне в организации работы бухгалтер Лидия Андреевна, Пупыдова Раиса Алексеевна. Затем уже мероприятия проводились в Октябрьском переулке, куда переехало наше поспредство. И хочу сказать, что тогда очень хорошо к нам поспредство относилось. Они выделили нам самую красивую комнату, большую, на втором этаже, где мы все встречались. Была в 90-е и 20-е годы проведена очень большая и разнообразная работа. Я все сейчас перечислять не буду, но хочу на самых главных каких-то больших мероприятиях остановиться. Был проведен вечер, посвященный известным писателям, поэтам, фольклористам. Это Кузьме Павловичу Чайникову, Кузебаю Герду, Георгию Егоровичу Верещагину, этнографу, фольклористу и педагогу. Члены общества встречались с руководителями республики, известными учеными, поэтами, писателями, художниками и артистами. Был организован цикл лекций на тему «Удмуртия – мой край родной». В 2003 году в Венгерском центре очень хороший был такой вечер, посвященный Дню родственных финно-угорских народов. В празднике принимали участие представители различных национальностей, финно-угорских и даже других национальностей. Были марийцы, мордовцы, коми-пермяки. Из Эстонии приезжали, из Финляндии были представители. Члены общества были делегатами и все удмуртских финно-угорских съездов. Мы туда с радостью ездили, очень много узнавали про наши родственные языки и народы. Так были на Первом всесоюзном съезде удмуртов в Ижевске в 1991 году, Первом всесоюзном съезде финно-угорских народов в Ижевске в 1992 16 мая, Первого всемирного конгресса финно-угорских народов в городе Сыктывкаре 30 ноября 1992 года и Второго съезда удмуртов в Ижевске в ноябре 1994 года. В 2002 году у нас открылась воскресная школа по изучению удмуртского языка и культуры, традиций удмуртского народа. Вела эти занятия Семенова Лидия Кузьминична. Я помню, я бывала на этих занятиях, с какой радостью дети занимались, встречались из наших удмуртских московских семей и работали, изучали родной язык и культуру удмуртского народа. На мероприятиях часто выступали с музыкальными номерами наши коллективы. Удмуртский фольклорный коллектив под руководством Семеновой Лидии Кузьминичны. Оркестр очень часто выступал, которым руководил заслуженный деятель культуры Российской Федерации Ельцов Владимир Федорович, а также мои ученики-студенты второй студии Театрального института имени Щепкина при Малом академическом театре. Кроме того, сейчас обогащают своими музыкальными номерами наши мероприятия Лагунов Степан Владимирович и Полуэктов Игорь Иванович. Им большое спасибо. В ноябре 2000 года общество ГЕР вступило в региональное общество, в организацию «Удмуртское земельное общество», которым руководил Маев Сергей Александрович. А ГЕРДом руководил в этот период Подсидерцев Николай Георгиевич. Считаю, что это был второй этап работы, деятельности общества ГЕРД. Они проводили совместно разнообразные мероприятия
но на них я особо останавливаться не буду. Сейчас третий этап общества, я считаю. Общество начало работать самостоятельно. Руководит этим обществом сейчас Сельченкова Маргарита Родионовна. Я внимательно слежу за деятельностью и вижу, что состав общества за последние годы очень изменился. Пришла талантливая молодежь, и проводится много сейчас интересных, обогащающих деятельность общества мероприятий. Меня это очень радует. Коллектив Удмуртского землячества и ГЕРД сейчас активно работают вместе, в сотрудничестве, проводят интересные мероприятия, отмечают российские и удмуртские национальные праздники. Так, в частности, Гербер, вот сегодня День бабушки отмечается. Стала традицией проводить интеллектуальную игру «Что, где, когда». Земляки активно участвуют в спортивных мероприятиях под руководством нашего инициатора и замечательного активиста-спортсмена, феоктиста Владимира Аркадьевича. Ему большое спасибо. За 30 лет своей деятельности общество ГЕРД окрепло, нашло интересные формы работы, активно взаимодействует с общественными организациями, с художественными коллективами Удмуртии. И кроме того, сейчас ГЕРД взаимодействует и с удмуртским землячеством. Вместе проводят разнообразные мероприятия, и мне кажется, что это очень удачно происходит вот в жизни двух этих обществ. Еще раз поздравляю с юбилеем общества ГЕРД и членов общества Удмуртское землячество. Желаю всем доброго здоровья, дальнейших успехов в деятельности обоих обществ. Спасибо за внимание. Спасибо, Глафира Николаевна, за замечательные слова. Да, мы подробно погрузились в историю ГЕРДа. Глафира Николаевна довольно много сделала для ГЕРДа, мы это уже могли услышать, и она, конечно, достойна самых высших наград. Благодарственным письмом Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москва награждается Глафира Николаевна Никольская за вклад в сохранение и укрепление межнациональной дружбы, за многолетний добросовестный труд в общественном движении и в честь 30-летия образования организации. Аплодируем.